К другим новостям. В Беларуси продолжаются акции протеста. Сегодня на улицы вышли рабочие Минского тракторного завода, МАЗа и других предприятий. Накануне в Минске прошла самая массовая акция с начала протестов. Она собрала, по оценкам Рейтер, около 200 тысяч человек. Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить нацию в этот период до организации новых президентских выборов. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. С тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Сегодня протестующие собрались у здания белорусских телеканалов ОНТ и СТВ и потребовали показать их. Ранее появилась информация, что сотрудники этих телеканалов планируют бастовать. Оппозиционный телеграм-канал «Некста» призвал вечером устроить сидячий протест в центре Минска. Тем временем Александр Лукашенко заявил, что других выборов в стране не будет, а бастующим рабочим предложил уволиться. Он же заручился поддержкой России. Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным российский лидер заявил, что в случае обострения ситуации будут реагировать согласно положениям договора о коллективной безопасности. А пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил, что вмешательство возможно после официального обращения Лукашенко и согласования действий со всеми странами-участниками. Это Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Армения и Беларусь.